Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных темах вечернего выпуска. 36 вопросов рассмотрели народные депутаты на внеочередном заседании Илтумен Республики. Приняты важные законопроекты. В Ленском районе ждут педагогов. Программа по привлечению специалистов в школы работает с прошлого года. Прибывшим выплатят по 1 миллиону рублей. В Нерюнгри идет подготовка к летнему отдыху школьников. Планируется оздоровить порядка 6 тысяч детей района. Минтруд Якутии сообщил даты майских нерабочих дней. Традиционное таинство освящения яиц прошло на якутской птицефабрике в преддверии Пасхи. На сегодняшний день практически все автозимники, кроме северных, на территории Якутии закрыты, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев. Что касается автозимников в арктической и северной зоне, ориентировочное их закрытие запланировано на 20-25 апреля. Вместе с тем на них уже понижена грузоподъемность. Якутск-Нижний Бесяк действительно уже сегодня закрыто. Хатас и Павловск буквально вот сейчас работает, значит, межведомственная комиссия, и данный зимник также подлежит сегодняшнего дня закрытию. В этой связи я бы хотел обратиться к перевозчикам, к водителям и к заказчикам, которые сегодня ждут или планируют перевозить груз, то хотел бы обратиться, чтобы, первое, за перевозку, за несанкционированный выезд на лед, соответственно, предусмотрены серьезные штрафы, как для физических, так и для юридических лиц, но прежде всего нужно побеспокоиться о жизни и здоровье, значит, людей, и это самое главное, я считаю. Между тем, начали перевозить пассажиров с Якутска до Нижнего Бестяха и обратно традиционные суда на воздушной подушке «Хиевусы». На сегодня вышли на лед 5 единиц с последующим увеличением их количества. Также министр отметил, что тарифы за перевозку остались на уровне прошлых лет и составляют 1500 рублей. Эта сумма будет уменьшаться с увеличением количества водных судов уже с 20-х чисел апреля. В Алдане подведены итоги выборов главы района. Напомним, голосование проходило в течение 3 дней с 15 по 17 апреля. За пост боролись 4 кандидатов. Игорь Стецов и Ярослав Евдокимов набрали 6,2 и 2,5% голосов. 34% набрал Константин Шкулепа. Лидером стал Александр Шестопалов. За него отдали голоса 52,45% избирателей. Наиболее высокую активность показали жители отдаленных поселков. Несколько десятков граждан заполнили бюллетени в ходе выездного голосования. Участковыми избирательными комиссиями номер 36 и 37 были организованы досрочное голосование в труднодоступных отдаленных местностях для тех избирателей, которые в дни голосования не смогут прийти на избирательные участки. Значит, за эти дни досрочного голосования в труднодоступных отдаленных местностях проголосовало 40 избирателей. На внеочередном 36-м пленарном заседании Илтумен Республики народные депутаты рассмотрели 36 вопросов повестки. Среди них важный пакет нормативных актов, инициированный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который дал поручение субъектам страны принять их сроком до 19 апреля. Они коснулись социальных выплат семьям с детьми с 8 до 17 лет. Также народные депутаты избрали уполномоченного по правам ребенка в Якутии. Ульяна Шагина побывала на заседании. Первый вопрос повестки внеочередного парламентского заседания начался с голосования на должность уполномоченного по правам ребенка в республике. Народные депутаты после рассмотрения кандидатуры выбрали на эту должность Туяру Васильеву. За проголосовали 52 человека, 1 депутат против. Глава республики Алексей Сергеевич Николаев внес кандидатуру Туяры Валерьевны Васильевой. Мы посчитали, что это достойная кандидатура. Ее кандидатура обсуждалась неоднократно в комитетах и во фракциях Государственного собрания Илтумен. Она сама многодетная мама, имеет опыт работы в социальных учреждениях и в Министерстве труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Проблему она знает, не понаслышке, и думаю, что она справится с этой работой. Еще один не менее маловажный законопроект в
поддержку детей с детьми об ежемесячной денежной выплате на ребенка от 8 до 17 лет в Якутии принят сегодня народными депутатами в окончательном чтении. Если раньше такие выплаты имел право получать один родитель, то теперь на ежемесячную финансовую помощь от государства имеют право семьи при условии их низкого дохода. При этом софинансирование из бюджета Российской Федерации для реализации выплат составит 96%. Это более 6 миллиардов рублей. Оставшиеся 4% в размере 412 миллионов рублей будут профинансированы из регионального бюджета. Выплаты уже будут производиться с 1 мая. И по предварительным подсчетам на сегодняшний день в нашей республике на такую выплату претендует 41 200 детей по всей республике. Своевременной поддержкой семей с детьми будет и второй законопроект, который народные депутаты также приняли в окончательном чтении. Касается он единовременной денежной выплаты из средств республиканского материнского капитала «Семья» и также разработан в рамках антикризисных мер. Вы все знаете, вот с этого года у нас проиндексирован материнский капитал, и это благодаря работе парламента. Сейчас он составляет 144 467 тысяч рублей. Это, соответственно, из них семья по данному закону может обналичить и взять 30 тысяч. Это, конечно, поддержка для многодетных семей. Что касается других не менее важных законопроектов, касающихся семьи, материнства, отцовства и детства, депутаты также в окончательном чтении приняли поправки в одноименный закон республики в части приведения его в соответствии с федеральным и региональным законами о некоммерческих организациях. Так, один из изменений коснется оказания в приоритетном порядке органами госвласти помощи некоммерческим организациям. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Стартовал прием заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» для всех желающих. Это отличная возможность представить свою идею на благо России, получить оценку от лучших экспертов страны и комплексную поддержку в реализации, прокачать свой проект. Более подробно расскажет Саргалана Неустроева. В основе всего лежит идея. Идея как замысел, как озарение, стремление сделать жизнь интереснее. Сильная идея, замысел понятный и привлекательный для всех, способный вовлечь в свою реализацию все общество, даже в условиях ограниченных ресурсов. И время. Оно сейчас точно новое и действительно требует сильных идей. Что требуется для их выработки? Люди, смелые и инициативные. Те, кто чувствует пульс времени и идет с ним в ногу. Именно такие якутяне объединились и стали участниками форума «Сильные идеи для нового времени». Желаю им успехов и претворения в жизнь всех самых смелых замыслов. В этом году для помощи в доработке и улучшении идей в республике с 23 марта запущен акселератор проектов. Со всей страны лишь 100 лучших идей будут выбраны и представлены президенту страны на очном форуме. По словам организаторов форума, ежегодно республика показывает себя как самый активный и успешный регион по разработке проектов. На сегодня у нас привлечено 17 общественных представителей и 16 экспертов. Проведено с участием представителей экспертов 5 заседаний экспертной комиссии. На сегодняшний день всего поступило 108 предложений, но мы еще ожидаем, конечно, предложений от активных граждан, организаций. В любом случае все проекты были поддержаны на региональном уровне власти, да, при прямой поддержке главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева и масштабированы у нас в республике. Но есть уникальная возможность донести до федерального центра и масштабировать уже в рамках страны. Так, в ноябре 2020 года республикой были представлены 3 проекта. Один из них, всем известный проект «Скиллометр», вошел в топ-100 по стране. Сейчас компания планирует расширение штата и охвата проекта. Наши планы на этот год построить отдел продаж, то есть мы уже его построили, то есть набрали определенное количество сотрудников. И с помощью данной расширенной команды мы будем тестировать рынок, пробовать различные сегменты. И представленные идеи также активно реализуются на территории республики.
Светик-семицветик, он включает в себя некий такой многофункциональный спектр предоставления услуг для родителей, у которых есть дети-инвалиды или дети с ограниченными возможностями здоровья. Данный проект у нас работает в республике уже с 2013 года при поддержке нашего министерства. И за этот период порядка 3200 детей уже получили необходимую помощь через данный проект. Мы подавали заявку на проект «Киноплатформа. Доступное кино в селах». Разработали собственный кинопроектор, который в этом году уже производится на территории Российской Федерации. Заявки будут приниматься до 22 апреля на крауд-платформе ideas.roskongres.org. Организаторами форума выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресса. Сарглана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Новая программа по привлечению педагогов действует в Ленском районе с декабря прошлого года. Участники по приезду в район получат по 1 миллиону рублей. На сегодняшний день в управление образования поступило 4 заявки. Мы рассчитывали на 10 учителей, которые приедут. У нас в программе, обеспечивающая программа заложена 10 миллионов на 10 вакантных должностей. Так поступило у нас заявки на учителя истории, учителя русского языка, физики и информатики и учителя математики. 2 заявки поступило из города Якутска, 1 заявка из Алдана и 1 заявка из Тамбова. Думаем продлить решением сессии, которая вот сейчас у нас состоится очередная в мае. Я думаю, что депутаты будут не против до 31 мая, до конца учебного года, продлить прием заявок. Выплата единовременная, педагоги могут ее потратить на свои нужды. Осуществляется она на конкурсной основе. В первую очередь внимание уделяется квалифицированным специалистам высшей категории до 50 лет. Обязательное условие – отработать в учреждениях района после выплаты 5 лет. Сегодня в Ленском районе в учреждениях образования 50 вакансий. Большая потребность в учителях английского и русского языка, учителей истории, физики, технологий и начального звена. В Якутске прошел теоретическо-практический курс «Реабилитационные аспекты протезирования верхних конечностей у детей и взрослых». С 2018 года республика сотрудничает с компанией «Моторика», которая производит и внедряет в России протезы верхних конечностей. Около 50 человек из нашей республики уже получили высокотехнологичные протезы, но столкнулись с проблемой реабилитации и обучения использования гаджетов. Так, что было принято решение наладить в Якутии всю экосистему протезирования от психологической работы до обучения в использовании роботизированной руки. Подробности в материале Александра Хавренко. Якутия из-за климатических условий является одним из лидеров в стране по количеству людей, перенесших ампутацию верхних конечностей. После операции человеку, который лишился руки, необходимо, во-первых, получить качественный протез, а во-вторых, полную и профессиональную реабилитацию. С 2018 года республика сотрудничает с компанией «Моторика», которая занимается внедрением инновационных протезов. Есть обычно активные протезы кисти предплечья, которые предполагают обычное механическое движение за счет лучезапястного сустава или локтевого сустава. А есть бионические протезы, которые передают мышечные потенциалы на электродвигатели через электропроцессоры, и, соответственно, приводят в действие вот этот уже гаджет, роботизированную руку. Первичное протезирование происходит, когда пациент получает обычный механический протез. Он в первую очередь разрабатывает мышечную структуру при помощи такого протеза, то есть дает физическую активность. И далее, когда уже физическая активность присутствует на мышцах, далее устанавливается протез, уже такой гаджет. Получить протез может любой, у кого подтверждена инвалидность. Приобретаются они за счет средств обязательного медицинского страхования или через спонсорскую поддержку. Но мало просто получить новую руку. Чтобы ее освоить, необходим целый комплекс мер. Не только про медицинскую реабилитацию, это про психологическую реабилитацию, это про профессиональную реабилитацию. То есть меняются условия жизни пациента, меняются особенности его уклада, меняются его возможности, и к этому нужно его адаптировать, нужно готовить большим количеством служб. Поэтому это сложный процесс, потому что очень много ведомств участвует, и нужно их скоординировать, объединить, научить и запустить в работу. Люди обучаются обходиться без руки или пальцев, и потом, получив протез, им приходится заново постигать такие элементарные вещи, как открывание бутылки с водой или написание собственного имени. И в этом им должны помогать специалисты. Во многих регионах
реабилитация частично есть, но она есть на одном этапе помощи. Да? То есть это или санаторий, или какой-то реабилитационный центр один. Но так, чтобы это было комплексно и полностью, такого нет сейчас нигде. И вот мы эту историю начинаем вот с такого вот, да, большого обучения, и я надеюсь, что доведем до конца так, чтобы это было на практике применимо для конкретного человека. Свои предложения и пожелания специалисты обсудят с правительством республики. И, возможно, Якутия станет одним из первых регионов, где будет выстроена вся экосистема помощи людям, чьи руки заменили протезы. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. Более 30 человек из Якутии примут участие в 21-х молодежных дельфийских играх России. Это одаренные дети, победители международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Игры пройдут с 22 по 27 апреля в Красноярске. Дети из республики заявлены в 22 номинациях, в том числе классическое искусство, музыка, вокал, хореография, а также в народном и эстрадном направлении. Самой многочисленной командой станут представители колледжа культуры и искусства. На игры от колледжа поедут 10 студентов народного, обрядового, ритуального театра Эйге. Дельфийские игры входят в рейтинг, который определяет рейтинг главы и в рейтинг для поступления в высшее учебное заведение культуры и искусства. Вот. Но они являются, по сути, как бы олимпиадой среди творческих людей. Безусловно, все эти дети очень талантливые. Они уже сейчас, обучаясь, уже заявляют о себе на ранней стадии обучения, на первых, вторых курсах даже. И надеемся на победу, надеемся на хороший результат. Председатель комитета солдатских матерей Мария Емельянова посетила ряд войсковых частей, расположенных на территории Восточного военного округа в Хабаровском и Приморском краях, где служат якутяне. Уже более 30 лет комитет солдатских матерей работает в просветительской и правозащитной сфере, защищает права призывников, военнослужащих и их родителей, ветеранов и семей погибших. География встреч очень обширная. Другие регионы ставят в пример работу комитета солдатских матерей. На каждую встречу Мария Егоровна едет с особым разговором, объясняет срочникам их права и различные юридические нюансы. Сейчас ребята проходят службу 1 год, но все равно скучают по дому, рады очень встрече, и командиры не жалуются. Говорят, ребята из Якутии, мы с ребятами из Якутии пойдем в разведку. Это очень большая награда, товарищи. Это похвала. 67% детей планируют оздоровить летом в Нерюнгри. О том, как идет подготовка к летнему отдыху, доложили руководители организаций и ведомств, которые являются ответственными за организацию детского отдыха и оздоровления школьников. Повестка заседания межведомственной комиссии включила 8 основных пунктов. Участники встречи обсудили санитарно-эпидемиологические требования, правила пожарной безопасности, план мероприятий на время каникул школьников. Также речь шла об организации летней занятости несовершеннолетних, которые состоят на профилактическом учете. Всего в Нерюнгринском районе будет работать 19 детских летних оздоровительных лагерей. В общей сложности планируется оздоровить порядка 6 тысяч детей, что составляет 67% от общей численности детского населения района. В каждой школе работать будут по 2 отряда в первую смену и по 1 отряду во вторую смену, где детям будет представлена культурная программа. Также организуется питание на базе школ лицея 24 и школы номер 15. Все поселковые школы будут кормить детей на базах своих школ. Поэтому сейчас идет подготовка с точки зрения именно законотворчества, исполнения законодательства, чтобы все были вакцинированы, чтобы прошли гигиен обучения, все работники пищеблока, воспитатели будут проходить также вакцинацию, все инструктажи, обучение для подготовки и готовности полностью встретить детей к летнему оздоровительному сезону. Победителей республиканского молодежного конкурса «Билеты Якутии» наградили в столице республики. Из более 100 творческих работ победителем стала Даяна Данилова из Якутска, которая использовала в работе национальные орнаменты и узоры. Ее дизайн разместят на лимитированной партии посадочных талонов аэропорта Севера в 3-м и 4-м квартале этого года и на билетах в театры и филармонию Якутии. В качестве приза Даяна получила авиабилеты по маршруту Якутск-Санкт-Петербург-Якутск.
Якутск на выбранные даты. Лауреатов, занявших 2-е и 3-е место, наградили билетами на посещение культурных мероприятий. Работы победителей будут отражены во всех билетах, посадочных билетах внутренних рейсов нашей республики. И, возможно, мы еще должны отрабатываем вопрос отражения данных эскизов на билетах театров и всевозможных транспортных и культурных мероприятий в рамках столетия. Все 3 победителя, 1-е, 2-е, 3-е место, они будут рекомендованы включение в резервный состав молодежного правительства. То есть, если человек несовершеннолетний, тогда по 18-летию он без конкурса может вступить в наши ряды и стать членом молодежного правительства Якутии. Якутян ждет 8 нерабочих дней в мае этого года в связи с празднованием праздника весны и труда и Дня Победы. Выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая включительно. Связано это с тем, что выходные переносятся с субботы 1 января на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января на вторник 10 мая. Поскольку 1 мая выпал на воскресенье, то дополнительным нерабочим днем будет 2 мая. Также продолжительность рабочего дня перед праздником уменьшается на 1 час. 18 апреля отмечается ежегодный Международный день памятников и исторических мест. Так, в рамках празднования в республике пройдет ряд мероприятий, направленных на восстановление и сохранение исторического и культурного наследия Якутии, в том числе и телемарафон на телеканале НВК «Саха» по сбору средств на восстановление 2 зданий – дома Сааруна Амалона в Якутске и дома главы Баягантайского наследия в Усть-Алдане. На сегодняшний день в республике насчитывается 1873 объекта культурного наследия. Конечно, некоторые объекты в плохом состоянии. Мы, конечно, обязанность по их ремонту и реставрации возлагается на собственников. Но это, особенно по зданиям, это очень дорогостоящая работа. И поэтому вот разными способами пытаемся их как-то отреставрировать. В последнее время у нас вот за последние 3-4 года очень хорошо идет по акции «Сохраним памятники», когда любые горожане или организации влаживают свои личные средства на реставрацию объектов культурного наследия. Подготовка к Пасхе началась в Якутии. В этом году она попадает на 24 апреля. И сегодня, традиционно в преддверии великого празднества всех православных христиан, архиепископ Якутский и Ленский владыка Роман благословил работников якутской птицефабрики. С подробностями Валерия Наумова. Архиепископ Якутский и Ленский владыка Роман посетил якутскую птицефабрику и совершил молитву по просьбе сотрудников и исполняя давнюю традицию. 1 раз в год, накануне Пасхи, он благословляет сотрудников производства на плодотворную работу. Мы молились о том, чтобы Господь благословил их труд. Труд достойный, труд востребованный. Безусловно, преисполнен всяких тягот и трудностей в нынешнее время особенно. И поэтому просили Господа Его благословения. Якутская птицефабрика, находясь в постоянном развитии, наращивает производство пищевых яиц. Увеличился не только объем производства, а также ассортимент. Ежедневно с конвейера фабрики выпускается не менее 220 тысяч яиц. Прошлый год мы произвели всего 83 миллиона 700 тысяч яйца. Это практически мы закрыли большую часть потребностей города Якутска. Это максимальный показатель за последние 20 лет. Поэтому производство оно у нас растет. И по плану к 2024 году мы должны выйти на производство 100 миллионов штук яйца в год. Как сообщили в Якутской епархии, по благословению архиепископа Якутского и Ленского владыки Романа, освящение пасхальной снеди будет проходить на прихрамовых территориях Якутска в течение 2 дней – Великую субботу 24 апреля и в сам день Светлого Христового воскресенья. Валерия Наумова, Джулстан Иннокентьев, Якутск.
По поручению прокуратуры республики, прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения с признаками отравления 28 работников, находящихся на территории временного вахтового поселка Фабричный Эльгинского месторождения. В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания работников и другим вопросам. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.